потолкались хорошо, даже подрались они на предтурнирной пресс-конференции, на церемонии взвешивания face-to-face. Так что вот такая вот у них определенная история противостояний сложилась. Есть определенные у них вопросы друг к другу, возможно, даже и не спортивного характера. Но вот ринг сегодня должен все рассудить. Джураев так повыше ростом своего соперника. Пожалуй, высоких скоростей ожидать от этого поединка очень сложно, но мы можем ожидать тяжелейшие, сильнейшие удары, акцентированные, плотные. Оба спортсмена умеют хорошо бить. Ой-ой-ой-ой. И в первом раунде у нас уже случается нокдаун. Бекжан Бакиров там здорово попадает, и Джураев оказывается на настиле ринга. Ну что ж, судя по тому, что у нас в ринге происходит, вполне возможно, что Бакиров сможет этот бой досрочно завершить. Смотрите, как прицеливается аккуратно правой боковой. Хорошая. Каждый выстрел акцентированный у Бекжана. И что там рефери? Что скажет? Нет, дает возможность Джураеву поединок продолжить. 2 нокдауна уже в первом раунде. Буквально за 1,5 минуты с начала поединка. Совсем, конечно же, плохие дела у Джураева. И все, на этом, наверное, я думаю, рефери поединок можно и останавливать. Ничего путного в дальнейшем уже у нас не получится. Да, и мы фиксируем победу Бекжана Бакирова досрочно в первом раунде. Давид, от Саламбро никто не выйдет, сами выручайте. Но поблагодарить нужно будет партнеров и бонус выступления вечера. Вам на руки дадут. Я қадірме көрінбен, шыны керек біз күткендей жекпе-жек болған жоқ. Мәселенің барлығын Бекжан Бакиров алғашқы раундта шешіп тастады. Қызыл алақанға боялған бір айқасты көреміз ба деген едік. Жан алысып жан берсетін бір жекпе-жектің куәсі боламыз ба деген ойда болған едік. Өкінішке орай біз ойлағандай және жанкүйерлер күткендей жекпе-жек болған жоқ. Асадбек Джураев алғашқы раундта Бекжан Бакировтың ауыр соққыларынан Бекжан Бакировтың алғашқы раундта ауыр соққыларын көтере алған жоқ. Нәтижесінде осылайша нокаут тіркелді және Бекжан Бакиров дебютын осылайша дебюті жекпе-жегін осылайша